Буквально несколько месяцев тому назад, еще летом этого года, в деревне Купка Кукмарского района кипели нешуточные страсти. По сути, здесь происходили эпохальные события для этой местности. Народ впервые собрался. Здесь, на этой площадке, рядом со школой, которую пытались закрыть на неопределенное время. Приговор чиновников был неумолим. Школа, которая была построена еще в середине прошлого века, не соответствует санитарным нормам и принципам безопасности. Но у этой истории оказался счастливый конец. Чудо, да и только. История отечественного образования вряд ли может вспомнить еще такой же подобный прецедент, когда в школе, которую уже окончательно и бесповоротно списали со счетов, повисла приятная тишина. Сегодня здесь идут уроки. То ли у этого заведения оказались слишком глубокие корни, то ли слишком крепкие благодетели. Но школу удалось отстоять всем деревенским миром. За 3 недели до начала учебного года ее смогли реанимировать и привести в соответствие с прагматичными правилами современной системы. Так, что даже те, кто когда-то не верил в этот успех, в итоге усомнился в своих же изначальных прогнозах. Чөнки эрерәк мәктәпләрдә укысалар, балаларга күбрәк мөмкинлекләр туа. Ләкин ныклап караганда, чыннан да авылда балаларның саны шактый 20дән артык. Әле киләсе 7 елда шуннан киммәячәк. Шуңа күрә монда башлангыч мәктәпне саклап калу дөрес булды дип исәплим хәзерге вакытта. Авыл халкы бик тырышты. Так, в год родных языков в Кукмарском районе удалось сохранить школу на родном языке. Можно ли назвать это победой? Для жителей деревни Купка, безусловно, это большое достижение и показатель еще одной их черты – народного единства. Ведь только сплотившись вместе, они смогли отстоять право на образование на родном языке в своей родной деревне. Много ли еще таких же примеров народного участия, когда желания в результате совпадают с возможностями? После принятия поправок в закон об образовании во многих школах вдвое, а то и больше сократилось количество часов на изучение родных языков. Но в Татарстане есть такие учебные заведения, которые даже при таких ограничениях смогли сохранить свою многонациональную особенность. Так, в деревне Чепья Балтасинского района дети в школе и в детском саду изучают сразу 4 родных языка. Это русский, татарский, удмуртский и марийский. В Татарстане родным языкам уделяется огромное внимание, большое внимание. Мы здесь изучаем как родной язык 3 часа, а вот Мариэл, к сожалению, уже во многих школах они изучают как государственный 1 час. Вот даже мои родственники уже, племянницы, они плохо знают, владеют родным языком, они больше общаются на русском языке. А мы все-таки еще вот преподаем, и они хорошо владеют. В целом же в республике успешно работают 137 школ с этнокультурным компонентом, 679 образовательных организаций с татарским языком обучения ряда предметов, 91 школа с чувашским языком, 25 школ с удмуртским языком обучения, 17 школ с марийским языком, 3 школы с изучением мордовского языка и 1 школа с изучением иврита. Именно Татарстан стал инициатором проекта по внесению учебников на родных языках в государственный федеральный реестр. В настоящее время 89 учебников по татарскому языку и литературе уже включены в федеральный перечень. 34 издания используются в качестве учебных пособий. Татарстан – это регион, который смог реализовать еще одну главную идею национальных субъектов – вернуть федеральные образовательные стандарты изучения государственных языков регионов. Перечни обязательно изучаемых предметов государственный язык республик. Это язык не только Республики Татарстан, у нас 21 республика в составе Российской Федерации, и их теперь государственные языки официально на законном основании могут изучаться и будут изучаться уже со следующего года в образовательных организациях. В Татарстане указом Рустама Минниханова была создана комиссия по вопросам сохранения и развития татарского языка.
В 2021 году благодаря работе комиссии были реализованы в жизнь свыше 35 проектов, направленных на популяризацию родного языка среди населения. Это всевозможные конкурсы, связанные с детским творчеством, с развитием телевизионных и интернет-проектов на родном языке. Это издание новых книг, учебников, методических пособий, детских энциклопедий на татарском языке. Грантовая поддержка школ, учителей, писателей, творческих коллективов. У каждого проекта одна главная цель и важная миссия. В эпоху глобализации и унификации языков и культур, когда существует реальная угроза их исчезновению, сделать все, чтобы сохранить и приумножить главное богатство человечества. Мы сами люди того поколения, которое формировалось, выросло в условиях татарского уклада жизни, так образа. А вот дети как раз, сегодня среда совершенно другая, социальные сети, общение, даже в деревнях множество детей по-русски общаются. И в этой обстановке, безусловно, наше будущее сохранение, развитие татарского языка – это только дети. В Татарстане активно развивается уникальный проект по созданию сети полилингвальных школ «Адамнар. Путь к знаниям и согласию». Данные образовательные комплексы уже открыты в Казани и Елабуге. В 2021 году состоялось открытие новых полилингвальных комплексов в Набережных Челнах и в Актаныше. Мы хорошо, что первыми в стране, пока аналогов нет, породили такую идею и взялись за то, чтобы наши дети выросли, учились и стали конкурентоспособными в мировом масштабе. В рамках Года родных языков и народного единства в районах республики прошло свыше 6 тысяч мероприятий. Но это именно тот случай, когда важно как количество, так и качество прошедших событий. Все народные праздники в этом году отмечали с особым шармом. Оно и понятно, год-то особенный. Большая роль в освещении праздничных событий была отведена и нашему телеканалу «Татарстан. Новый век». Прямые трансляции, праздничные программы, сюжеты, фильмы, прямые эфиры, проведенные в Год родных языков и народного единства перепись населения, стала своеобразным эпилогом масштабной работы. Следующий год уже объявлен годом цифровизации и IT-технологий. А это значит, что появится еще один хороший повод заняться цифровой архивацией богатого наследия народов, проживающих на этой земле. Эльзира Юзаева, Андрей Ключников, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.